Кулак Коршунова замер всего в сантиметре от моего лица. И я почувствовал тяжелый, кислый запах вчерашнего перегара, смешанный с ароматом дешевого табака и въевшейся в кожу машинной смазки. За моей спиной, вжавшись в ледяную сетку вольера, тихо, едва слышно скулил пес, которого я поклялся не отдавать этому человеку, даже если меня сейчас убьют прямо здесь, на грязном снегу. В этот момент, глядя в налитые мутной яростью глаза соседа, я отчетливо понял, что моя прежняя, спокойная и незаметная жизнь закончилась навсегда. И пути назад, в безопасная моя хата с краю, больше не существует. Меня зовут Андрей. Мне 24 года, и до того проклятого ноябрьского вторника я был самым обычным парнем, каких миллионы в нашей необъятной стране. Я не герой боевиков, не боксер и уж точно не зоозащитник с плакатами наперевес. Я работаю младшим логистом транспортной компании, по вечерам иногда играю в онлайн-игры, чтобы разгрузить мозг, и живу с родителями в частном секторе на окраине города. В том самом поясе частной застройки, где старые покосившиеся деревянные домики соседствуют с безвкусными кирпичными коттеджами за 3-метровыми заборами из зеленого профнастила. Здесь все знают друг друга в лицо, но никто не знает, что на самом деле происходит за закрытыми дверьми. Здесь принято здороваться в магазине, но делать вид, что ты не слышишь криков за стеной, это неписанный закон наших улиц. Закон тишины. Не лезь не в свое дело, и тебя не тронут. Я соблюдал его неукоснительно. До того самого утра. 1 ноября 2025 года выдалось серым, как старая половая тряпка. Небо висело так низко, что казалось, оно вот-вот зацепится за телевизионные антенны и порвется, вывалив на нас тонны мокрого снега. Я стоял на веранде нашего дома, кутаясь в старую флисовую кофту, и курил, глядя, как пар изо рта смешивается с сигаретным дымом. Было около 8 утра. Отец, Виктор Петрович, уже уехал на смену. Он работал мастером в цеху. А мама, Татьяна Андреевна, гремела посудой на кухне, собираясь на дежурство в больницу. Тишина была ватной, плотной, какую можно встретить только в частном секторе поздней осенью, когда дачники уже разъехались, а постоянные жильцы сидят по домам, экономя тепло. И именно эту тишину разорвал звук. Это был не крик. Крик — это что-то человеческое, понятное. Это был сухой, отвратительный треск. Так ломается сухая ветка, если наступить на нее тяжелым сапогом. А следом за ним глухой, влажный удар. Шлеп. И тишина. А потом снова треск и удар. Я замер с сигаретой в руке, чувствуя, как по спине, прямо под лопатками, пробежал неприятный холодок. Я знал, откуда шел звук. Слева от нашего участка, за высоким, местами проржавевшим забором, жил Николай Петрович Коршунов. Дядя Коля. Мужик лет 55, с тяжелым взглядом и красным обветренным лицом. О нем ходили разные слухи. То ли бывший мент, которого уволили за превышение, то ли охранник зоны. Никто точно не знал, но связываться с ним боялись все. У него даже дом выглядел как крепость. Окна узкие, занавешенные, во дворе вечный бардак из старых запчастей и битого кирпича. Звук повторился. На этот раз к нему добавилось что-то еще — скулёж. Но не громкий, жалобный визг, который издает собака, когда ей наступают на лапу, а сдавленный булькающий хрип. Звук существа, которое уже не надеется на помощь, а просто пытается выжить. «Андрей!» — крикнула мама из кухни, и я вздрогнул. «Ты кофе будешь?» «Сейчас, мам!» — крикнул я в ответ
но мой голос прозвучал неестественно тонко. Я не хотел туда смотреть. Честно, не хотел. Какая-то часть меня, та самая трусливая и разумная, шептала: «Зайди в дом, закрой дверь, включи музыку. Это не твое дело. Коршунов — псих. У него может быть травмат или что похуже. Он делает, что хочет на своей земле». Но ноги сами понесли меня не к двери дома, а вглубь сада, к старой яблоне, росшей у самого забора. Ветки царапали лицо, мокрая трава мгновенно промочила домашние тапочки, но я этого не замечал. Я наступил на гнилой ящик, который отец использовал вместо подставки, подтянулся на руках и выглянул поверх ржавого листа железа. То, что я увидел, навсегда отпечаталось на сетчатке моих глаз, как выжженное клеймо. Двор Коршунова напоминал свалку после бомбежки. Грязь, перемешанная с машинным маслом, куча какого-то хлама, а посреди этого серого месива у стены гаража лежало нечто, напоминающее грязную тряпку. Это был пес. Дворняга. Крупная, когда-то, наверное, палевого цвета, но сейчас шерсть была бурой от грязи и крови. Пес не пытался убежать. Он лежал на боку, неестественно изогнувшись, и его ребра вздымались рывками, словно каждый вдох давался ему ценой неимоверных усилий. А над ним возвышался Коршунов. Он стоял ко мне спиной в старом камуфляжном бушлате. В правой руке он сжимал черенок от лопаты. Тяжелый, полированный руками черенок. «Что, тварь, больно?» Голос соседа был низким, хриплым, спокойным до жути. В нем не было ярости. Была только методичная, холодная жестокость. «Жрать хочешь? Я тебя накормлю». Он замахнулся. Я увидел, как мышцы на его шее напряглись. Черенок со свистом опустился вниз. Удар пришелся псу по крупу. Тело животного дернулось, лапы заскребли по грязи, пытаясь найти опору, но задняя часть не слушалась. Пес открыл пасть в беззвучном крике. Видимо, сил скулить уже не осталось. Меня словно током ударило. Страх исчез. Вернее, он трансформировался во что-то горячее, пульсирующее в висках. Я не помню, как спрыгнул с ящика. Не помню, как пробежал 3 метра до калитки, разделявшей наши участки. Она была заварена много лет назад, но в сетке рабицы рядом была дыра, которую отец все собирался заделать. Я пролез через эту дыру, разодрав кофту и поцарапав плечо. Я оказался на вражеской территории. Здесь пахло ржавчиной, бензином и страхом. «Эй!» — мой крик сорвался на фальцет. «Стой! Перестань!» Коршунов медленно, очень медленно повернулся. В его движениях была грация медведя-шатуна. Он опустил черенок, но не выпустил его из рук. Его лицо, покрытое серой щетиной, не выражало удивления, только брезгливость. «Ты чего здесь забыл, сопляк?» — спросил он тихо. «Жить надоело? Вали к мамке под юбку». Я сделал шаг вперед. Мои колени дрожали, и я молился, чтобы он этого не заметил. «Вы его убьете», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Прекратите! Это моя собака». Коршунов сплюнул на землю густую слюну. «Хочу — кормлю, хочу — учу. Он, падла, кур душит. А ты вор, проник на частную территорию. Знаешь, что я с тобой могу сделать по закону? Или не по закону?» Он сделал шаг мне навстречу, перехватив палку поудобнее. Он был огромен. В нем было килограммов 120 живого, злого веса. Я весил 75. Шансов в драке у меня не было никаких. Абсолютно. Один удар этим черенком проломит мне череп, и он скажет, что я напал первым. И ему поверят, потому что у него, говорят, кум в прокуратуре. Но потом я перевел взгляд вниз. Пес смотрел на меня. У него был один глаз заплывший, превратившийся в кровавую щель, но второй глаз, карий, глубокий, смотрел прямо мне в душу. В этом взгляде не было мольбы. Там было смирение. Он прощался. Он просто ждал конца, не понимая, за что его мир
превратился в ад. И в этот момент я понял, что если сейчас уйду, если отступлю назад к дыре в заборе, я больше никогда не смогу смотреть в зеркало. Я просто перестану быть человеком. Я стану таким же, как этот забор, как эта грязь, пустым местом. «Мне плевать», — выдохнул я. Слова вылетели сами собой. «Мне плевать, чья это собака». Я двинулся не к Коршунову, а к собаке. Я подставил соседу спину. Это было безумие. Я ожидал удара каждую секунду. Ждал, что сейчас свет погаснет, и я упаду лицом в эту жижу. «Не трогай!» — рявкнул Коршунов. «Положил, сука!» Я упал на колени прямо в грязь, не жалея штанов. Руки коснулись тела собаки. Оно было горячим, неестественно горячим, и дрожало мелкой, частой дрожью. Пес дернулся от моего прикосновения, ожидая боли, и попытался укусить меня, но зубы лишь слабо царапнули мой рукав. «Тихо, тихо, братан», — прошептал я, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. «Я не обижу. Я заберу тебя, слышишь? Мы уходим». Я просунул руки под его тощее, изломанное тело. Боже, какой он был легкий. Кости до кожи, обтянутые свалявшейся шерстью. Но когда я начал поднимать его, он издал такой звук, смесь стона и всхлипа, что у меня самого внутри все оборвалось. «Положил, я сказал!» Коршунов был уже рядом. Я слышал его тяжелое дыхание над своим ухом. Тень от черенка упала на меня. Я резко выпрямился, прижимая грязного, окровавленного пса к своей груди. Кровь мгновенно пропитала мою флиску. Я чувствовал ее липкое тепло на коже. Я развернулся лицом к соседу. Теперь нас разделяло полметра. Я видел красные прожилки в его белках, видел поры на его носу. «Ударьте», — сказал я тихо. «Давайте, ударьте меня, только попробуйте». Я не знаю, что он увидел в моих глазах. Может быть, безумие, может быть, отчаяние. А может, он просто не ожидал, что сопляк Андрей, который всегда здоровался и уступал дорогу, способен оскалить зубы. Коршунов замер. Его лицо побагровело, желваки заходили ходуном. «Ты пожалеешь, Андрюша», — прошипел он, и от звука моего имени в его устах мне стало тошно. «Ты очень сильно пожалеешь. Я тебя сгною. И папашу твоего, и шавку эту. Вы мне кровью умоетесь». «Отойди», — сказал я. И он отошел. Сделал полшага назад, сплюнул снова. «Забирай эту падаль», — бросил он с презрением. «Все равно сдохнет к вечеру. А я потом к твоему отцу зайду. Поговорим». Я не стал ждать второго приглашения. Развернувшись, я пошел к дыре в заборе. Идти было тяжело. Не физически, пес почти ничего не весил, а морально. Спина горела, ожидая удара в любой момент. Каждый шаг по хлюпающей грязи казался вечностью. Пролезать обратно с ношей на руках было адом. Я ободрал себе бок о проволоку. Пес заскулил, когда я неловко прижал его больную лапу, но мы выбрались. Как только мои ноги коснулись травы нашего сада, меня накрыло. Адреналин, который держал меня в вертикальном положении, начал отпускать, и его место заняла дикая, неконтролируемая дрожь. Руки тряслись так сильно, что я боялся уронить драгоценный груз. Я побежал к дому. Вернее, быстро заковылял, стараясь не поскользнуться на мокрых листьях. Я распахнул дверь ногой и ввалился в прихожую, принеся с собой запах холода, крови и чужой беды. «Мам!» — крикнул я, и мой голос сорвался на рыдание. «Мама!» Мама вышла из кухни с полотенцем в руках. Она улыбалась, собираясь что-то сказать про остывший кофе, но улыбка сползла с ее лица, как старая краска. Она побледнела, став цвета больничной простыни. «Господи, Андрей!» — прошептала она, роняя полотенце. «Ты весь в крови. Что случилось? Тебя ранили?» «Это не моя», — выдохнул я, опускаясь на колени прямо на чистый линолеум прихожей. Я осторожно положил пса на пол. На светлом покрытии сразу начало расплываться темное, зловещее пятно.
Пес лежал неподвижно. Глаза его закатились, дыхание было поверхностным и сиплым. «Это Коршунов», — сказал я, поднимая глаза на мать. «Он его убивал. Мам, он его просто убивал палкой. Я не мог. Я не мог оставить его там». Мама замерла на секунду. Она была женщиной мягкой, избегающей конфликтов, всю жизнь проработавшей медсестрой в терапии. Но сейчас в ней включился профессионал. Страх ушел, остались навыки. «Не трогай его пока», — скомандовала она, бросаясь к шкафу, где у нас хранилась аптечка. «Неси плед старый, шерстяной. И ножницы. Нужно разрезать ошейник, если он есть. Он дышит?» «Едва», — ответил я, с трудом поднимаясь с колен. Я побежал в свою комнату, срывая на ходу окровавленную кофту. В зеркале в коридоре я мельком увидел свое отражение. Бледное лицо, расширенные зрачки, размазанная грязь на щеке. Я выглядел как человек, который только что совершил преступление. И, по сути, так оно и было. По законам нашего поселка я совершил кражу. Я перешел черту. Я начал войну с самым опасным человеком в округе. Когда я вернулся с пледом, мама уже стояла на коленях перед собакой, осторожно ощупывая ее живот. «Живот твердый», — сказала она тихо, не глядя на меня. «Возможно, внутреннее кровотечение. Ребра, боже мой. Андрей, тут каша вместо ребер с левой стороны». Пес вдруг открыл глаза. Он не пытался встать, не рычал. Он просто смотрел в потолок, и из угла его глаза выкатилась слеза. Одна единственная чистая слеза, проложившая дорожку через грязь на морде. «Мы его не спасем здесь», — сказала мама, и ее голос дрогнул. «Ему нужна операция. Рентген, капельницы». «Я отвезу его», — твердо сказал я. «В Ветлайн, на проспекте. У меня есть деньги на карте, отложенные на ноутбук. Отца нужно дождаться». Мама с опаской посмотрела на дверь. «Виктор приедет, он решит. Если Коля узнает...» «Мама!» Я перебил ее, может быть, впервые в жизни так резко. «Плевать на Колю. Если мы будем ждать отца, этот пес умрет прямо здесь, на коврике. Ты этого хочешь?» Она посмотрела на меня долгим взглядом. Потом кивнула. «Ключи от машины на тумбочке. Я поеду с тобой. Неси его в машину, только очень осторожно. Подстели клеенку на заднее сиденье». Мы действовали как роботы. Быстро, слаженно, молча. Я вынес пса на руках. На улице начал срываться мелкий, колючий снег. Он падал на морду собаки, но та даже не моргала. Когда я укладывал его на заднее сиденье старенького отцовского Форда, ворота соседского дома с лязгом отворились. Я замер. На улицу вышел Коршунов. Он был уже без бушлата, в одной тельняшке, несмотря на холод. В руке у него был телефон. Он стоял и смотрел на нас. Не кричал, не бежал, просто стоял и смотрел, прижав трубку к уху. Я встретился с ним взглядом через лобовое стекло. Мои руки сжали руль так, что побелели костяшки. «Поехали», — сказала мама, садясь рядом. «Андрюша, поехали быстрее». Я повернул ключ зажигания. Двигатель чихнул, но завелся. Мы тронулись с места, оставляя позади наш дом, нашу спокойную жизнь и моего соседа, который сейчас, я был уверен, звонил кому-то очень серьезному. Я смотрел в зеркало заднего вида. Силуэт Коршунова становился все меньше, пока не исчез за поворотом. Но тяжесть в груди не проходила. Я понимал, что это только начало. Я спас жизнь, но, возможно, разрушил свою собственную. «Как мы его назовем?» — неожиданно спросила мама, когда мы выехали на трассу. Она обернулась назад, проверяя, дышит ли наш пассажир. Я задумался на секунду. Имя пришло само собой. Резкое, короткое, как удар. «Стиг», — сказал я. «Его зовут Стиг».
Странное имя. Тихо отозвалась мама. Нормальное, ответил я, чувствуя, как по щекам текут злые, горячие слезы, которых я уже не стеснялся. Он выживет, мам. Он обязан выжить. Иначе все это было зря. Спидометр показывал 80 километров в час. Впереди был город, ветеринарная клиника и неизвестность. А позади на заднем сиденье боролся за каждый вздох пес, который еще час назад был никем, мусором под ногами садиста, а теперь стал центром моей вселенной. Клиника «Ветлайн» встретила нас резким запахом хлорки, смешанным с ароматом дорогого кошачьего корма и животного страха. Это был стерильный мир, пугающе чистый по сравнению с грязным двором, который мы оставили позади. Я внес Стига на руках, стараясь не качать его, словно нес хрустальную вазу, готовую рассыпаться от малейшего дуновения. Старая шерстяная попона, которой мы его накрыли, уже насквозь пропиталась темным, липким, и я чувствовал, как эта влага просачивается сквозь мою футболку, согревая кожу пугающим теплом чужой боли. Администратор, молоденькая девушка с неестественно розовыми волосами, при виде нас перестала жевать жвачку. Ее глаза округлились. «Срочный», — хрипло сказал я, не узнавая собственного голоса. «У нас экстренный, пожалуйста». Нас не заставили ждать. Через минуту Стик уже лежал на холодном металлическом столе в смотровой. Под лампами дневного света он выглядел еще хуже, чем на улице. Грязь на его боках казалась черной мазутной коркой. Сквозь свалявшуюся шерсть проступали неестественные бугры сломанных костей, а дыхание вырывалось из пасти с таким свистом, будто внутри его груди работали рваные кузнечные мехи. Врач, высокий мужчина лет 40 с уставшими глазами и бейджиком Алексей Викторович Левин, молча надел перчатки. Он не задавал глупых вопросов. Его руки, быстрые и точные, начали осмотр. Он касался ребер, живота, лап, и каждое его движение вызывало у пса едва заметную судорогу. «Рентген, срочно! И УЗИ брюшной полости. Катетер в вену. Ставим противошоковое и обезбол. Быстро!» — скомандовал он ассистентке, и та метнулась к шкафам. Потом он поднял глаза на меня. В них не было осуждения, только профессиональная жесткость. «Кто это сделал?» «Сосед», — ответил я, глядя, как игла входит в истощенную лапу Стига. Черенком от лопаты. Левин на секунду сжал челюсти, так что на скулах заходили желваки. «Черепно-мозговая травма», — начал он перечислять, словно читал приговор. «Перелом 2 ребер слева, возможно, задето легкое. Пневмоторакс под вопросом. Множественные гематомы. Сильное истощение. Обезвоживание 3-й степени. У него на шее, он аккуратно отодвинул шерсть, вросший ошейник или проволока, давно вросшая. Мама, стоявшая у двери, всхлипнула и закрыла рот ладонью. «Шансы?» — спросил я. 50 на 50, честно ответил врач. «Если переживет ночь, будем говорить дальше. Ему нужна операция, стационар. Это будет дорого, молодой человек, очень дорого. Делайте». Я достал банковскую карту. «Снимайте все, что нужно». Следующие 3 часа слились в один бесконечный тягучий кошмар. Я сидел в коридоре на неудобном пластиковом стуле, уставившись в кафельный пол. Мимо проходили люди с ухоженными йорками и толстыми котами в переносках. Они косились на мои грязные джинсы, на пятна крови на руках, которые я так и не смыл. Я чувствовал себя инородным телом в этом благополучном мире. Когда Левин вышел, он выглядел еще более уставшим. «Мы стабилизировали его», — сказал он, снимая маску. «Жидкость из брюшной откачали. Селезенка цела, это чудо. Ребра зафиксировали. Он в медикаментозном сне. Вы можете оставить его здесь, в стационаре?» «Нет», — сказал я сразу. «Я заберу его. Ему нужен уход. Капельницы, уколы». «Мама, медсестра», — кивнул я в сторону матери, которая сидела бледная как мел. «Мы справимся.
Я не могу его оставить. Если тот человек узнает, где он...» Левин помолчал, внимательно глядя на меня. Видимо, он понял больше, чем я сказал. «Хорошо, я напишу назначение. Но при малейшем ухудшении сразу назад. И...» Он понизил голос. «Возьмите справку». Я описал все повреждения. Это документ для полиции. Мы ехали домой в тишине. Снег повалил сильнее, крупные хлопья бились в лобовое стекло и тут же таяли, превращаясь в грязные потеки. Стик лежал сзади, укрытый теперь уже чистым пледом, купленным в зоомагазине при клинике. Он спал, и его грудь поднималась чуть ровнее. Чем ближе мы подъезжали к нашему поселку, тем сильнее сжимался узел у меня в животе. Я знал, что самое страшное ждет нас не в операционной, а дома. Когда мы свернули на нашу улицу, было уже темно. Фонари горели через один, выхватывая из темноты мокрые заборы и голые ветки деревьев. У дома Коршунова было темно, только тускло светилось окно на кухне. Это было плохо. Тишина врага пугает больше, чем его крик. Отец уже был дома. Его машина, старая рабочая Нива, стояла у ворот. Свет в окнах нашей гостиной горел ярко, тревожно. «Отец убьет нас», — тихо сказала мама, когда я заглушил мотор. «Не убьет», — ответил я, хотя уверенности в голосе не было. «Помоги мне вытащить Стига». Мы занесли пса в дом. В прихожей нас встретил отец. Виктор Петрович стоял в дверях гостиной, все еще в рабочей робе, с кружкой чая в руке. Его лицо, обычно спокойное и рассудительное, сейчас было темным от гнева. Он перевел взгляд с меня на маму, потом на неподвижное тело собаки на полу. «Вы что, с ума сошли?» Его голос был тихим, но от этого еще более страшным. «Вы хоть понимаете, что натворили?» «Витя, он убивал его», — начала мама, но отец перебил ее резким жестом. «Молчи, Таня. Ты женщина, ты эмоциями живешь. А ты...» Он повернулся ко мне, и я увидел, как дрожат его пальцы, сжимающие кружку. «Ты чем думал, герой? Ты знаешь, кто такой Коршунов? Ты знаешь, с кем он водку пьет по пятницам? С замом начальника РОВД он пьет. И что теперь?» Я шагнул вперед, загораживая собой собаку. Надо было стоять и смотреть, снимать на телефон, как он забивает живое существо. Надо было думать о семье, рявкнул отец, и чай из кружки выплеснулся на пол. «Ты притащил в дом войну, Андрей. Из-за паршивой дворняги. Он мне звонил. Полчаса назад». В комнате повисла тишина. Такая плотная, что казалось, ее можно резать ножом. Только тиканье старых часов на стене отсчитывало секунды нашей новой реальности. «Что он сказал?» — спросил я, чувствуя, как холодеют ладони. «Сказал, что ты вор, что ты украл его имущество. Сказал, что если к утру собака не вернется на место, он напишет заявление. И не только заявление. Он сказал: «Витя, твой пацан берега попутал. Я ему ноги переломаю, и мне ничего не будет». Отец опустился на стул, словно у него подкосились ноги. Он закрыл лицо руками. Я видел его сгорбленную спину, его сидеющий затылок, и мне стало невыносимо жаль его. Он был хорошим человеком, моим отцом, который всю жизнь пахал на заводе, чтобы у нас все было. Он просто боялся. Боялся за нас. «Я не верну его, пап», — сказал я твердо. «Пусть пишет заявление. Пусть ломает ноги. Но эту собаку он больше не получит». Отец поднял голову. В его глазах стояли слезы бессилия. «Куда мы его денем? У нас не приют. Он будет у меня в комнате, пока не окрепнет. Потом придумаем». Отец махнул рукой и отвернулся к окну. «Делайте, что хотите. Но когда менты придут, я скажу, что я не при делах». Это была ложь. Я знал, что если придут, он встанет рядом со мной. Просто сейчас ему нужно было выплеснуть страх.
Мы перенесли Стига в мою комнату. Я расстелил на полу у батареи старый ватный матрас, застелил его одноразовыми пеленками. Пес ни разу не проснулся, только тихо стонал, когда мы его перекладывали. Мама поставила капельницу. Штатив мы симпровизировали из вешалки для одежды и скотча. Когда лекарство начало медленно капать в вену, мама погладила меня по плечу. «Иди помойся, сынок, ты весь в крови, и поешь. Я посижу с ним». Но я не мог есть. Я принял душ, долго стоял под горячей водой, пытаясь смыть с себя напряжение этого дня, но оно въелось глубже, чем грязь. Вернувшись в комнату, я увидел, что мама ушла спать, оставив включенным ночник. Я сел на пол рядом с матрасом. Стик дышал. Это было главное. Я смотрел на него, на его изуродованную морду, на шрамы, которые были видны даже сквозь шерсть. Сколько ему? Года 3, 4. И все эти годы он знал только боль. Цепь, голод и удары. Как он вообще не разучился дышать? Вдруг его веки дрогнули. Медленно, с трудом он открыл глаза. На этот раз оба. Левый был заплывшим, но правый смотрел на меня ясно. Муть наркоза уходила. Он не зарычал, не попытался отползти. Он просто смотрел. И в этом взгляде было столько осмысленного, человеческого вопроса, что мне стало не по себе. Он спрашивал: «Зачем? Зачем ты продлил мои мучения?» «Все хорошо, Стик», — прошептал я, протягивая руку. Я хотел погладить его, но побоялся причинить боль. Просто положил ладонь на пол рядом с его носом. «Теперь все будет по-другому. Я обещаю». Пес едва заметно шевельнул носом. Втянул воздух, изучая мой запах. Запах мыла, моей кожи и, наверное, страха. А потом произошло то, от чего у меня перехватило дыхание. Он высунул сухой, шершавый язык и один раз, слабо, лизнул мою ладонь. Это было не просто прикосновение. Это был пакт, договор, подписанный на моем полу в тусклом свете ночника. Он поверил мне. Впервые в жизни он поверил человеку. Я прижался спиной к кровати и закрыл глаза. Я понимал, что отец прав. Завтра начнется ад. Будет полиция, будут угрозы. Возможно, Коршунов попытается выполнить свои обещания. Но сейчас, чувствуя тепло собачьего дыхания на своей руке, я знал точно. Я все сделал правильно. Внезапно тишину ночи разорвал звук. Это был не телефон. Это был звук бьющегося стекла. Звонкий, резкий, донесшийся с улицы, со стороны ворот, где стояла машина отца. А следом рев автомобильной сигнализации, взвывший, как раненый зверь. Я вскочил. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Подбежал к окну, отодвинул штору. У нашей калитки никого не было. Только темнота и снег. Но у Нивы отца было разбито лобовое стекло. Посреди салона на водительском сиденье лежал кирпич. Война началась раньше, чем мы думали. Коршунов не стал ждать утра. Вой сигнализации в ночи резал уши не хуже ножа. Он будил не только нас, но и весь поселок, вгрызаясь в сонный покой улицы, как бормашина в живой нерв. Я вылетел из дома в одних спортивных штанах и накинутой на плечи куртке, даже не обувшись толком. Ноги сами скользнули в отцовские галоши, стоявшие у порога. Отец уже бежал впереди, в майке и трико, матерясь сквозь зубы так страшно и витиевато, как я не слышал от него никогда в жизни. На улице было морозно. Снег перестал падать и лежал тонким, предательски скользким слоем. У Нивы мигали фары, освещая желтыми вспышками то забор, то грязную дорогу. Отец подбежал к машине первым. Он нажал на кнопку брелока, и вой оборвался, оставив после себя звенящую тишину, в которой было слышно только наше тяжелое дыхание и хруст снега
под ногами. Лобовое стекло превратилось в паутину трещин, а в центре зияла дыра. На водительском сиденье прямо на чехле из искусственного меха лежал кирпич. Обычный красный силикатный кирпич, каких полно на любой стройке. Но к нему скотчем был примотан листок бумаги. Отец открыл дверь, и стекло с тихим шелестом осыпалось на коврик. Он взял кирпич, не заботясь об отпечатках. Сорвал записку. В свете уличного фонаря я прочитал корявые, написанные печатными буквами слова. «Следующий будет в окно. Верните вещь». «Тварь», — прошептал отец. Его лицо посерело, губы тряслись. Это был не страх. Это было бешенство человека, которого загнали в угол. Какая же он тварь! Он швырнул кирпич в сугроб, потом медленно повернулся в сторону дома Коршунова. Там было темно и тихо. Ни движения, ни звука. Только глухой забор, похожий на крепостную стену. «Пап, вызывай полицию», — сказал я, чувствуя, как холод пробирается под куртку. «Теперь точно надо. Это уже угроза. Порча имущества». Отец посмотрел на меня усталым, погасшим взглядом. «Вызову, Андрей». «Конечно, вызову. Только толку-то. Никто ничего не видел. Камер у нас нет, свидетелей нет. Он скажет, что спал или что это хулиганы. А кирпич? Кирпич везде кирпич». Мы вернулись в дом молча. Мама сидела в прихожей на пуфике, держась за сердце. Она не плакала, но ее молчание было страшнее слез. «Стекло разбили», — коротко бросил отец, проходя на кухню за телефоном. «Таня, накапай корвалола. Всем». Остаток ночи мы не спали. Полиция приехала через 2 часа. Патрульный УАЗик с сонным сержантом и лейтенантом, который явно ненавидел свою работу в эту смену. Они лениво осмотрели машину, сфотографировали дыру, забрали записку, взяв ее за уголок 2 пальцами, словно дохлую мышь, и составили протокол. «Ну, что я могу сказать?» — зевая, проговорил лейтенант, заполняя бланк на кухонном столе. «Хулиганство. Возбудимся, конечно, но, сами понимаете, глухарь». «Это сосед», — твердо сказал я. «Николай Коршунов. Он угрожал нам вечером». Лейтенант поднял на меня мутные глаза. «Угрожал? Доказательства есть? Запись разговора? Видео?» «Нет». «Ну вот. О словах дело не пришьешь. Сосед ваш, гражданин уважаемый, жалоб на него не поступало. А у вас, говорят, конфликт из-за собаки вышел». Я напрягся. Откуда он знает? «Откуда?» — озвучил мой вопрос отец. «Так он звонил». Лейтенант ухмыльнулся, закрывая папку. «Николай Петрович, еще в 10 вечера. Сказал, что ваш сын у него собаку похитил. Породистую, дорогую. Сказал, что сам хотел заявление писать, но пожалел вас по-соседски. А вы ему, значит, стекла не бьете, нет?» «Вы издеваетесь?» Меня начало трясти. «Он мою собаку чуть не убил. У меня справка есть из клиники, там живого места нет. Справку покажите участковому. Завтра, или когда он там примет. А сейчас спокойной ночи. И совет вам. Разберитесь по-соседски. Собаку верните, если брали. Чужое брать нехорошо. Статья кража». Они уехали, оставив нас с чувством оплеванности и бессилия. Утром, едва рассвело, я уже был в комнате со Стигом. Он был плох. Дышал тяжело, нос был сухим и горячим. Температура поднялась. Я сменил пеленки, они были в крови. Видимо, моча шла с кровью. «Надо ехать в приют», — сказала мама, входя в комнату. Она выглядела постаревшей на 10 лет за одну ночь. Я звонила Ирине Борисовне. Это директор приюта «Второй шанс». Она моя бывшая однокурсница. Не доучилась, ушла в ветеринарию. Она поможет. У них там юрист есть. И карантинный блок. «Я не отдам его в приют, мам». «Андрей, послушай». Она села рядом и взяла меня за руку. «Здесь мы его не вытянем. Ему нужны капельницы каждые 3 часа. Нужны специальные препараты.
А главное, здесь он, вещдок. Если придут с обыском, а Коршунов может это устроить, они его заберут и вернут владельцу. А в приюте он будет оформлен как найденыш, как отказник. Юридически это сложнее. Я понимал, что она права. Разумом понимал. Но сердце кричало «нет». Мы погрузили Стига в машину. Отцовскую Ниву брать было нельзя, без лобового зимой не поездишь. Пришлось вызвать грузовое такси, соврав диспетчеру, что везем стройматериалы, чтобы не отказали из-за собаки. Приют «Второй шанс» находился в промзоне, за чертой города. Это был ряд старых кирпичных ангаров, обнесенных высоким забором с колючей проволокой. Здесь пахло не так, как в элитной клинике. Пахло опилками, вареной кашей и сотнями собак. Лай стоял такой, что закладывало уши. Это был лай надежды и отчаяния одновременно. Нас встретила Ирина Борисовна, коренастая женщина в теплом лыжном костюме и резиновых сапогах. У нее было лицо человека, который каждый день видит смерть и горе, но не ломается, а только закаляется, как сталь. «Таня», — она коротко обняла маму, — «показывайте пациента». Мы занесли Стига в медицинский блок, небольшую, чисто вымытую комнату с запахом лекарств. Ирина Борисовна осматривала пса долго, молча. Только губы ее сжимались в тонкую линию. «245-я», — наконец сказала она. «Что?» — не понял я. «Статья 245 Уголовного кодекса РФ. Жестокое обращение с животными. Часть 2, скорее всего. Садизм. У него переломы старые есть, сросшиеся неправильно. Ребра ломали уже не раз. Лапа передняя, видишь, сустав вывернут. Это давняя, его били методично. Годами». Она подняла на меня глаза. «Ты молодец, парень, но ты вляпался. Если хозяин заявит права, менты будут на его стороне. Собака по закону — вещь, как стул или телевизор. Ты украл стул. То, что стул ломали, — это другой вопрос. И что делать? Мы оформим его сейчас, задним числом. Якобы ты нашел его на трассе, сбитого машиной. Без чипа, без ошейника. Привез нам. Мы его нашли. Акт приема передачи подпишем. Теперь это собака приюта. Собственность благотворительного фонда. Изъять имущество у фонда сложнее, чем участника. Нужен суд. А Коршунов? А с Коршуновым будем воевать. Мне нужен твой рассказ, подробный, на диктофон. И заявление в полицию по 245 статье. Мы его сами подадим от имени фонда. У нас юрист зубастый. Он участковых на завтрак ест. В тот день я оставил Стига в приюте. Прощаться было мучительно. Пес лежал в отдельном теплом боксе под капельницей. Когда я уходил, он поднял голову и посмотрел на меня. В этом взгляде не было упрека, только бесконечная, тоскливая покорность судьбе. «Ты тоже уходишь», — говорили его глаза. Ну что ж, я привык. «Я вернусь», — пообещал я ему через решетку. «Каждый день буду приезжать. Ты только живи». Домой я возвращался на автобусе, чувствуя себя пустым, выжатым лимоном. Казалось, что я предал его, оставив одного среди чужих запахов и звуков. Вечером к нам пришел участковый, майор Соловьев. Не тот лейтенант, что был ночью, а наш, местный. Мужик грузный, с одышкой и вечно красным лицом. Он сел на кухне, тяжело вздохнул, положил фуражку на подоконник. «Ну что, Викторович?» — обратился он к отцу, игнорируя меня. «Проблема у нас. Коля Коршунов заявление накатал. На твоего сына. Кража. Ущерб значительный. Собака, говорит, порода алабай с документами стоит 50 тысяч». «Какой алабай?» — взорвался я. «Это дворняга, метис. Там костей не видно из-за худобы».
«А документы у него есть», — спокойно сказал Соловьев. «Ветпаспорт, щенячка. Может, и липовые, но бумага есть бумага. А у тебя, Андрей, что есть? Слово честное». Он достал из папки лист бумаги. «Короче так, дело уголовное возбуждать пока не будем. Отказной материал напишем, если договоримся. Вернете собаку, Коля заявление заберет. Еще и за стекло вам компенсирует. Говорит, погорячился, нервы. А не вернете, пойдешь, парень, по 158-й. Судимость тебе нужна в 24 года. На работу потом не устроишься». «Мы подали встречное заявление», — сказал я тихо, но четко. «Через фонд «Второй шанс». По статье 245. Жестокое обращение. И видео у нас есть». Это был блеф. Видео у меня не было, но Ирина Борисовна научила. С бюрократами надо говорить на языке бумаг и угроз. Майор замер. Его маленькие глазки сузились. Какое видео? Как он ее бил и как она выглядела. И заключение ветеринара. Там написано: травмы, несовместимые с нормальным содержанием. И свидетели есть, соседи. Я врал напропалую. Никто из соседей не подтвердит. Все боятся. Но майор этого не знал. Он заерзал на стуле. «Ты, парень, не умничай. Фонды-шмонды. Коля мужик непростой. А фонд федеральный», — соврал я еще раз. «У них юристы в Москве. Если вы сейчас дело замнете, они в прокуратуру областную напишут о бездействии». Отец смотрел на меня с изумлением. Он никогда не видел меня таким. Я всегда был тихим Андрюшей. А сейчас я сидел перед майором полиции и нагло ему врал, глядя прямо в глаза. Соловьев покряхтел, надел фуражку. «Ладно, разберемся. Но собаку лучше бы вернуть от греха». Когда он ушел, отец молча налил себе рюмку водки. Выпил залпом, не закусывая. «Федеральный фонд?» — спросил он. «Нет», — признался я, — «местный. Нищий. Живут на пожертвования». Отец усмехнулся. «Впервые за 2 дня». «Ну ты и жук, Андрюх. В деда пошел. Тот тоже в покер играть любил, без козырей. Но мы оба понимали. Игра только началась, и ставки в ней были выше, чем мы могли себе позволить. Жизнь в маленьком поселке — это жизнь в стеклянной банке. Здесь новости распространяются быстрее, чем вирус гриппа, и мутируют с такой же скоростью. Уже к среде я стал главным антигероем местных сплетен. Версии множились, как грибы после дождя. Андрей украл элитного пса, чтобы продать его на бои. Андрей сошел с ума и напал на уважаемого соседа с ножом. Андрей вступил в секту зоошизы. Я чувствовал эти взгляды спиной, когда шел в магазин за хлебом. Баба Нюра, вечная стражница у колонки с воды, поджала губы и демонстративно отвернулась, когда я поздоровался. Продавщица в продуктах, обычно приветливая Леночка, молча пробила мне батон и пачку сигарет, даже не спросив, как дела. Деньги она брала так, словно боялась заразиться. «Слышь, Андрюх!» — окликнул меня у выхода Серега, местный бездельник, вечно стреляющий мелочь. «Говорят, ты Коляна на бабки кинул. Не по-пацански это». Я прошел мимо, не ответив. Мне было не до пацанских понятий. У меня в кармане вибрировал телефон. Ирина Борисовна прислала сообщение. Состояние стабильное. Ест сам, но очень боится мужчин. В четверг, когда я возвращался из приюта, я ездил туда каждый день после работы, тратя 1,5 часа на дорогу в один конец. Я обнаружил, что ворота нашего дома изрисованы. Черной краской из баллончика кто-то вывел кривую надпись «Вор». Отец уже был на улице с ведром растворителя. Он тер металл молча, остервенело, сдирая краску вместе с кожей на руках. «Не помогает», — сказал он глухо, не поворачиваясь. «Въелась, зараза. Закрасим, пап. Купим банку зеленой краски и закрасим. Дело не в краске, Андрей». Он швырнул тряпку в ведро. «Дело в том, что нас метят, как прокаженных. Маме на работе сказали, что главврачу звонит. Интересовались, как у него работает жена вора. Понимаешь? Они бьют по всем фронтам.
Я знал. Меня тоже вызывал начальник отдела логистики. Разговор был коротким. «Андрей, мне звонили из органов, интересовались твоей характеристикой. Ты хороший работник, но нам проблемы не нужны. Разберись со своими делами, иначе придется прощаться». Это была осада. Психологическая, изматывающая война. Коршунов не нападал открыто. Он действовал хитрее. Он отравлял воздух вокруг нас, лишал нас поддержки, превращал в изгоев. Ночами я не спал. Бессонница стала моей верной подругой. Я сидел в темноте своей комнаты у окна и смотрел на дом соседа. Там, за высоким забором, тоже не спали. Иногда я видел огонек сигареты на его веранде. Иногда слышал шаги. Он ждал, когда мы сломаемся, когда страх перевесит совесть. В одной из таких ночей, ближе к 3 часам, я увидел, как ворота Коршунова приоткрылись. Вышла фигура. Это был он. Я узнал его по походке, тяжелой, уверенной поступи хозяина. Он подошел к нашему забору, постоял минуту, глядя на темные окна нашего дома. В руке у него что-то блеснуло. Фонарик? Или нож? Я замер, боясь дышать. Сердце колотилось в горле. Если он сейчас полезет... У меня под кроватью лежала только старая бейсбольная бита, сувенир из поездки. Хватит ли у меня духу ударить человека? По-настоящему. На поражение. Он не полез. Он просто плюнул на наш забор, развернулся и ушел. Этот плевок был страшнее удара. Это было абсолютное презрение. На следующий день я снова поехал к Стигу. В приюте меня уже знали. Волонтеры, в основном девушки-студентки, смотрели на меня с уважением, шептались. Для них я был героем, тем самым парнем, который не побоялся. Они и не знали про надпись на воротах, про страх отца, про угрозы на работе. «Идем, он ждет», — сказала Ирина Борисовна, встречая меня у входа. Стига перевели из бокса интенсивной терапии в обычный вольер в карантинном блоке. Это была небольшая клетка с деревянным настилом и миской воды. Когда я подошел к решетке, пес лежал в углу, отвернувшись к стене. Он был все еще худым, ужасно худым. Ребра торчали, как стиральная доска, но шерсть уже не была такой грязной. «Стиг!» — позвал я тихо. Уши пса дрогнули. Он медленно повернул голову. В его глазах я увидел узнавание. Не радость, нет. До радости было еще далеко. Но он узнал мой голос. Он узнал мой запах. Он с трудом поднялся на лапы. Левая задняя все еще была в гипсе. Он поджимал ее. Хромая, он подошел к решетке и ткнулся носом в мои пальцы, просунутые сквозь прутья. «Привет, бродяга». Я почесал его за ухом, там, где не было шрамов. «Как ты тут? Кашу ел?» Ирина Борисовна стояла рядом, скрестив руки на груди. «Он не ест, когда рядом мужчины-работники», — сказала она тихо. «Рычит, забивается в угол. Тебя он единственного подпускает. Ты для него исключение из правила. Человек — это боль». «Коршунов звонил вам?» — спросил я, не отрывая взгляда от собачьих глаз. «Приезжал. Вчера. С 2 братками на джипе. Требовал выдать собаку». Я похолодел. «И что?» «И ничего». Ирина Борисовна усмехнулась, и в этой усмешке промелькнуло что-то волчье. Я нажала тревожную кнопку. Приехали ребята из ЧОПа «Бастион». У нас с ними договор. Они, знаешь ли, тоже собак любят. Коршунов поорал, погрозил, что сожжет нас всех, и уехал. Но он вернется. У нас день открытых дверей в воскресенье. Большой праздник, пресса будет, депутаты местные пиариться приедут. Он знает. Это идеальный момент для скандала. «Я буду здесь», — сказал я. «Тебе лучше не быть, Андрей. Он на тебя зуб точит. Я буду здесь. Я не брошу его». Я сидел у клетки еще час. Рассказывал Стигу про то, как закрашивал надпись на воротах, про то, как мама печет пироги,
Про то, что скоро выпадет настоящий снег, и мы пойдем гулять. Пес слушал. Он положил голову на лапы и просто слушал мой голос, словно это была единственная музыка в его мире. Когда я вышел из приюта, было уже темно. Я сел в автобус, прислонился лбом к холодному стеклу. Мне было страшно. Мне было безумно страшно за воскресенье. Но еще больше я боялся другого. Того, что я сломаюсь раньше. Дома меня ждал сюрприз. Неприятный. На кухне сидели отец и участковый Соловьев. Но не с протоколом, а с бутылкой водки. Отец был уже пьян, лицо красное, глаза мокрые. «А вот и герой!» — отец хлопнул ладонью по столу. «Садись, сынок. Майор дело говорит». Я замер в дверях. «Какое дело?» «Договорились мы», — пьяно улыбнулся отец. «Коля готов мировую подписать. Завтра. Ты отдаешь собаку, он забирает заяву и...» Отец полез в карман, достал мятую 5000-ную купюру. «И вот, за стекло компенсировал. Представляешь? Сам принес. Говорит, Витя, мы ж соседи, нахрена нам война? Ну, ошибся, пацан, с кем не бывает. Верните пса, я его даже пальцем не трону, клянусь». Я смотрел на эти деньги, лежащие на клеенке, как на ядовитую змею. «Ты взял у него деньги?» — спросил я шепотом. «А что мне делать?» — заорал отец, вскакивая. Стул с грохотом упал. «У меня зарплата 30 000. Стекло стоит 10. А ты? Ты о собаке думаешь. А о матери ты подумал? У нее давление 200. «Андрей, сядь», — вмешался Соловьев, наливая себе в стопку. Отец прав. Худой мир лучше доброй ссоры. Коля слово дал. Не тронет он пса. Посадит на цепь, кормить будет. Ну, поучил он его немного, так это воспитание. Собака должна знать хозяина. Верни, и заживете спокойно. Никто тебя вором звать не будет. Я смотрел на них, на двух уставших, сломленных жизнью мужиков, которые решили купить спокойствие ценой жизни существа, которое поверило мне. Они не были плохими, они просто устали бояться. «Нет», — сказал я. «Что нет?» — не понял отец. «Я не верну его. Деньги верни ему, пап, или оставь себе. Но собаку он не получит». «Ты дурак?» — отец шагнул ко мне, замахнулся, но рука его повисла в воздухе. Он никогда меня не бил. «Ты нас всех погубишь!» «Может быть», — ответил я, глядя ему в глаза. «Но я не продам друга. Даже за 5000. Даже за 1 000 000». Я развернулся и ушел в свою комнату, закрыв дверь на замок. Я слышал, как отец кричал на кухне, как что-то разбилось, как майор его успокаивал. Я лег на кровать прямо в одежде и уставился в потолок. Я был один. Совсем один в этом доме, в этом поселке. Только где-то там, за промзоной, в клетке лежал пес, который тоже был один. Мы были одной стаей. Стаей из 2 изгоев. И я знал, что воскресенье станет нашим последним боем. Либо мы победим, либо нас уничтожат. Третьего не дано. Пятница прошла в тумане свинцовой тяжести. Отец со мной не разговаривал. Утром он молча прошел мимо меня на кухне, налил себе черного чая и уставился в окно, где серые сумерки медленно перетекали в серый день. Мама пыталась сгладить углы и суетилась, предлагала оладьи, но каждый кусок застревал у меня в горле, так сухая корка. Атмосфера в доме напоминала поминальный обед. Только хоронили мы не человека, а доверие. Доверие между сыном и отцом. Я ушел на работу рано, лишь бы не видеть спину отца, сутулившуюся под грузом страха и компромисса, который он заключил с совестью. На работе было не лучше. Коллеги, с которыми я раньше перешучивался у кулера, теперь замолкали, стоило мне войти. Шепот за спиной стал громче. Кто-то пустил слух, что на меня завели дело за хранение наркотиков. Абсурд, конечно, но в маленьком коллективе любая грязь липнет намертво. Я сидел за своим монитором, механически заполняя накладные,
А перед глазами стоял тот вечер на кухне. Смятая пятитысячная купюра на клеенке. Цена предательства. Вечером я снова поехал в приют. Это было единственное место, где я мог дышать. Стик менялся. Медленно, по миллиметру, но менялся. Когда я вошел в вольер, он уже не лежал мордой к стене. Он сидел. Сидел, опираясь на здоровую сторону, и смотрел на дверь. Он ждал. «Привет». Я опустился на колени, на деревянный настил, не обращая внимания на холод. «Я пришел. Я же обещал». Пес наклонил голову. Его глаза, которые в первый день были мутными от боли, теперь прояснились. Они были удивительного цвета. Не просто карие, а серо-янтарные, цвета остывающего пепла, в котором еще тлеет уголек. Я достал из рюкзака лакомства, сушеные говяжьи легкие, которые купил на последние деньги. Протянул руку. Раньше он бы шарахнулся или замер бы, ожидая удара. Но сегодня Стик вытянул шею, осторожно понюхал мою ладонь и аккуратно одними губами взял кусочек. Его зубы коснулись моей кожи, но в этом не было угрозы. Это было доверие. Хрупкое, как тонкий лед, но настоящее. «Вкусно?» — спросил я, улыбаясь впервые за эти дни. «Это тебе не объедки со стола Коршунова?» Ирина Борисовна наблюдала за нами из коридора. «Ты творишь чудеса, Андрей», — сказала она тихо. Кинолог пытался к нему зайти днем. Стик чуть не разнес клетку. Рычал, бился головой о прутья. А с тобой он становится собакой. Обычной собакой. «Он необычный», — возразил я, гладя Стига по жесткой холке. «Он боец». «Слушай». Ирина Борисовна подошла ближе, ее лицо стало серьезным. «Насчет воскресенья. Я узнавала. Коршунов собирает группу поддержки. Местные охотники, пара ребят из охранного агентства, которые ему должны. Они хотят устроить провокацию. Якобы приют крадет чужих животных. Будут орать, требовать проверки. «Я не боюсь», — соврал я. «Бойся, Андрей. Страх — это нормально. Он помогает не делать глупостей. У меня есть план. Мы пригласили телевидение, областной канал. Журналистка Катя Смирнова. Она такие темы любит. Если будет камера, они не рискнут применять силу. Но они будут давить морально. Ты готов говорить на камеру? Рассказать все, как было?» Я посмотрел на Стига. Он доедал второй кусочек легкого и, кажется, впервые в жизни попытался вильнуть хвостом. Это было жалкое, неуверенное движение. Всего пару раз туда-сюда, но для меня это было как салют победы. «Я готов», — сказал я твердо. «Я расскажу все. И про лопату, и про кирпич в стекле, и про участкового с его мировой. Пусть вся область знает». Возвращаясь домой, я чувствовал странную решимость. Страх не ушел, но он перестал парализовать. Он превратился в холодную злость. Злость на несправедливость, на трусость, на этот проклятый закон тишины. Дома было темно. Только в гараже горел свет. Отец возился с машиной, вставлял новое стекло, которое купил на разборке. Я хотел пройти мимо, сразу в дом, но ноги сами свернули к гаражу. Отец стоял на стремянке, пытаясь заправить резинку уплотнителя. У него не получалось, руки дрожали, он тихо матерился. «Давай помогу», — сказал я, вставая рядом. Отец вздрогнул, чуть не уронил отвертку. Обернулся. Его лицо было серым, под глазами залегли черные тени. Он выглядел старым. «Не надо», — буркнул он. «Сам справлюсь». «Не справишься. Вдвоем надо. Один держит, другой шнур тянет. Ты же учил». Он помолчал, глядя на меня, потом тяжело вздохнул и слез со стремянки. «Держи тут». Мы работали молча, как в старые времена, когда я был подростком, и он учил меня чинить карбюратор.
Руки делали привычное дело, и это молчаливое взаимодействие понемногу растапливало лед между нами. Когда стекло встало на место, отец вытер руки ветошью и сел на верстак. Достал пачку примы, закурил. Дым поплыл под потолок гаража. «Ты прости меня, сынок», — сказал он вдруг, глядя в пол. Я замер, сжимая в руке отвертку. «За что, пап?» «За то, что я трус», — он сплюнул окурок. «Я всю жизнь боялся. Начальство боялся, ментов боялся, бандитов. Думал, главное — семью сохранить, прокормить. А получается, душу потерял». Он поднял на меня глаза, в них стояли слезы. Я ведь видел, как он бил ту собаку. Не раз видел. И молчал. Думал, не мое дело. А ты перепрыгнул, ты смог. А я нет. Пап, ты не трус. Я сел рядом, положил руку ему на плечо. Оно было жестким, напряженным. Ты просто нас берег. Хреново берег, раз сыну стыдно за отца, горько усмехнулся он. Деньги я те... Не взял я их. То есть взял, чтобы он отстал. А потом сжег я их. В печке. Не могу я на них стекло покупать. На собачьей крови деньги. У меня ком стал в горле. Сжег 5000. Для отца, который каждую копейку считал, это был поступок. Это был бунт. «В воскресенье я с тобой поеду», — вдруг сказал отец. Твердо, как гвоздь забил. «Куда?» «В приют твой, на этот день открытых дверей. Не пущу я тебя одного. Коршунов мужик гнилой, он в спину ударить может. А вдвоем мы — сила. Я монтировку возьму, пусть только сунется. Пап, там телевидение будет, монтировку нельзя. Ну тогда просто рядом постою, плечом к плечу. Чтобы он видел, ты не один, у тебя отец есть». Мы сидели в прокуренном гараже, и мне казалось, что это лучший момент в моей жизни. Мы не решили проблему. Коршунов никуда не делся, суд и полиция висели дамокловым мечом. Но мы снова были семьей. Суббота прошла в приготовлениях. Мама напекла пирогов, для волонтеров, как она сказала. Но я видел, что она тоже хочет быть причастной. Она собрала пакет с медикаментами, бинтами, шприцами. «Я с вами не поеду», — сказала она, укладывая пироги в корзинку. «Сердце не выдержит, если там кричать начнут. Но душой я там». Воскресное утро выдалось на удивление ясным. Мороз ударил крепкий, градусов 10, и снег скрипел под ногами так звонко, словно сама природа натянула струны до предела. Мы с отцом сели в Ниву. Новое стекло блестело на солнце. Отец был чисто выбрит, в выходной куртке и кепке. Он был серьезен и сосредоточен, как перед боем. «Ну, с Богом», — сказал он, поворачивая ключ. Когда мы подъехали к приюту, там уже было людно. Машины стояли в 2 ряда, ходили люди с детьми, играла музыка из колонок, атмосфера праздника. Но я чувствовал напряжение, висящее в воздухе. Охрана на входе была усилена. 3 крепких парней в черной форме с надписью «Бастион» проверяли каждого входящего. Ирина Борисовна встретила нас у ворот. «Приехали», — она пожала руку отцу. «Спасибо, Виктор Петрович. Ваша поддержка важна». «Где он?» — коротко спросил отец. «Пока не видно, но его 6 уже здесь, вон там, у забора, курят». Я посмотрел в указанном направлении. 3 мужчин в камуфляже, с лицами необезображенными интеллектом, стояли у своих внедорожников и громко смеялись, тыкая пальцами в волонтеров. «Не ведись», — шепнул мне отец. «Они провоцируют». Мы прошли к вольеру Стига. Он сидел у решетки, выпрямив спину. На нем был новый мягкий ошейник, который я купил вчера. Он выглядел достойно. Не как забитая жертва, а как узник совести. К нам подошла девушка с микрофоном и оператор с камерой. «Катя Смирнова, ТВ «Губерния», — представилась она. У нее были умные, цепкие глаза. «Это вы, Андрей, спаситель?» «Я не спаситель», — смутился я. «Я просто сосед».
Расскажите нам, все расскажите. Камера пишет». И я начал говорить. Сначала сбивчиво, потом увереннее. Я говорил не для камеры, я говорил для тех людей, которые стояли вокруг и слушали. Я рассказывал про крик, про удар черенком, про глаза полные пепла и боли, про то, как страшно переступать черту, но еще страшнее не переступать. Люди подходили ближе, улыбки исчезали с лиц, женщины вытирали слезы, дети притихали. Внезапно толпа расступилась. К нам шел Коршунов. Он был не в рабочей одежде, а в дорогой дубленке и меховой шапке. Рядом с ним шли двое тех самых братков и какой-то человек в очках с папкой бумаг. Музыка стихла. Стало слышно, как ветер гудит в проводах. «Ну, здравствуй, Андрюша!» — громко, на публику, сказал Коршунов. Он улыбался, но глаза оставались ледяными. «Вот ты где! И собачка моя тут. А я-то думаю, кто ее украл? А это, оказывается, спасение называется». Он повернулся к камере, мгновенно меняя маску на лицо оскорбленной добродетели. «Девушка, снимайте. Снимайте беспредел. Я законный владелец. У меня документы. Вот». Он выхватил папку у человека в очках. Паспорт, родословная, кличка граф. А эти мошенники украли мое имущество среди бела дня и еще оклеветали меня. Я требую вернуть собаку немедленно. Оператор навел камеру на документы. Толпа зашумела. Кто-то неуверенно сказал: «Может, и правда его?» Люди любят документы. Бумагам верят больше, чем ранам. «Это ложь!» Мой голос прозвучал звонко в тишине. «Покажите собаку. Пусть все увидят, что вы с ней сделали». «Не твое дело, что я с ней делал!» — рявкнул Коршунов, теряя самообладание. «Моя собака. Как хочу, так и воспитываю. Закон частной собственности». «Нет такого закона, который разрешает пытки!» — крикнул я. И тут вперед вышел отец. Он встал между мной и Коршуновым. Широкий, крепкий, сжавший кулаки. «Коля», — сказал он спокойно, но так весомо, что Коршунов осекся. «Уходи. По-хорошему. Уходи». «Ты мне угрожаешь, Витя?» — прищурился сосед. «Ты забыл, кто я?» «Я помню, кто ты», — ответил отец. «Ты нелюдь. И весь поселок это знает. Просто все молчали. А теперь хватит. Мой сын не вор. Он человек. А ты — нет». Коршунов побагровел. Он сделал шаг к отцу, занося руку для толчка. Охрана бастиона напряглась, готовясь вмешаться. Но произошло то, чего никто не ожидал. Стик, который все это время сидел тихо, вдруг встал. Он подошел к самой решетке и зарычал. Это был не жалкий скулёж побитой собаки. Это был низкий, утробный рык зверя, который защищает свою стаю. Защищает меня и моего отца. Шерсть на его холке встала дыбом. Он оскалил зубы, белые страшные клыки. Коршунов отшатнулся. В его глазах мелькнул настоящий животный страх. Он узнал этот рык. Он понял, что жертва перестала быть жертвой. «Уберите зверя!» — взвизгнул он, пятясь. «Он бешеный! Пристрелить его надо!» «Он не бешеный», — сказала Ирина Борисовна, выходя вперед. «Он просто узнал мучителя. У нас есть заключение экспертизы о травмах, и мы подали в суд. Если вы сейчас же не уйдете, я вызову наряд полиции и напишу заявление о хулиганстве и угрозах в общественном месте». «Камера все пишет, Николай Петрович. Вы хотите стать звездой криминальной хроники?» Коршунов огляделся. На него смотрели сотни глаз, смотрели с ненавистью, с презрением. Камера смотрела своим черным объективом. Охранники сжимали дубинки. Он понял, что проиграл. Здесь, на чужой территории, под прицелом камер, его власть и связи не работали. «Ладно»,
— прошипел он, запахивая дубленку. «Подавитесь вы этой псиной. Но мы еще встретимся, Витя. В темном переулке встретимся». «Встретимся», — кивнул отец. «Я буду ждать». Коршунов развернулся и быстро, почти бегом пошел к выходу. Его свита потянулась за ним, пряча лица от камер. Толпа взорвалась аплодисментами. Люди хлопали, кричали «молодцы». Кто-то подбежал жать руку отцу, кто-то мне. Журналистка совала микрофон, задавая вопросы. Но я ничего не слышал. Я повернулся к клетке. Стиг перестал рычать. Он сел, тяжело дыша, и посмотрел на меня. Его хвост снова вильнул. 1, 2, 3. Я просунул руку сквозь прутья. Он прижался мокрым носом к моей ладони. «Мы победили, брат», — прошептал я. «Мы победили». После триумфа на дне открытых дверей прошла неделя. Эйфория победы понемногу улеглась, уступив место суровой реальности. Да, мы отстояли Стига публично. Да, репортаж Кати Смирновой вышел в вечерних новостях, и его перепостили все местные паблики, собрав 1000 лайков и гневных комментариев в адрес живодера. Но лайки не лечат переломы, а комментарии не защищают от мести. Коршунов затих. Его дом погрузился в мрачную темноту, ворота не открывались. Но я знал, что это затишье перед бурей. Такие люди не прощают публичного унижения. Стига выписали из карантина. Его состояние стабилизировалось, хотя хромота осталась, и ветеринар сказал, что это возможно навсегда. «Ему нужен дом», — сказала Ирина Борисовна, когда я в очередной раз приехал навестить его. «Приют — это не место для реабилитации такой сложной собаки. Ему нужен человек. Один, постоянный». «Я заберу его», — ответил я, не раздумывая. «А отец?» «Отец согласится». И отец согласился. Вернее, он сам предложил это за ужином, ковыряя вилкой котлету. «Забирай парня», — сказал он, не поднимая глаз. «Будку я утеплю. Или в дом пустим, пока морозы. Негоже ему там. Казенные харчи есть. Он теперь вроде как член семьи. В одном окопе сидели». В субботу мы поехали забирать Стига. Я купил новый поводок, миски, лежанку. Я чувствовал себя молодым отцом, который везет первенца из роддома. Волнение мешалось с радостью. Когда мы вывели Стига за ворота приюта, он остановился. Втянул носом морозный воздух, посмотрел на снежное поле, на лес вдалеке. Потом посмотрел на меня. «Домой?» — спросили его глаза. «Домой», — ответил я, открывая дверь машины. Он запрыгнул на заднее сиденье сам, несмотря на больную лапу. Лег, положил голову на лапы и вздохнул. Глубоко, спокойно. Дорога домой была праздником. Мы включили радио, играла какая-то старая добрая попса, и даже отец подпевал. Но когда мы свернули на нашу улицу, настроение изменилось. У дома Коршунова стояла полицейская машина. И еще одна, черная тонированная иномарка. У ворот толпились люди в форме. «Что там?» — напрягся отец, сбавляя скорость. Но подъехали ближе, я увидел участкового Соловьева, который что-то писал в папке, и 2 оперативников в штатском. А еще я увидел самого Коршунова. Он стоял у открытого багажника своей машины, бледный, потный, и на его запястьях блестели наручники. «Тормози!» — крикнул я. Мы выскочили из машины. Стиг заволновался, заскулил, но я скомандовал сидеть, и он послушался. «Что происходит?» — спросил отец, подходя к Соловьеву. Майор поднял голову, вид у него был усталый, но довольный. «А, Викторыч, ну, принимай поздравления. Допрыгался твой сосед». «В смысле? За собаку арестовали?» «Какую собаку?» — усмехнулся один из оперативников. «Бери выше. Оружие у него нашли. Нелегальное. Целый арсенал в гараже. И наркоты-пакет». «Как нашли?» — удивился я. «А сигнал поступил», — майор подмигнул мне. «Анонимный. Мол, гражданин Коршунов, храни запрещенные вещества. Но мы с ребятами из области нагрянули, а он, дурак, даже спрятать не успел.
Видать, расслабился. Думал, он тут царь и бог. Я посмотрел на Коршунова. Тот стоял, опустив голову. Вся его спесь, вся его напыщенная важность исчезли. Теперь это был просто стареющий уголовник, которого поймали за руку. Вдруг он поднял глаза и увидел меня и Стига, который смотрел на него из окна нашей машины. На мгновение в глазах соседа вспыхнула ненависть, но тут же погасла. Он понял. Он понял, что это карма. Бумеранг, который он запустил ударом палки по собачьей спине, вернулся и ударил его самого. Его посадили в полицейский бобик. Двери захлопнулись. «Ну, бывайте», — майор козырнул нам. «Теперь поживете спокойно. Лет 5-7 его точно не увидите». Машины уехали, увозя наше прошлое, наш страх. Улица снова стала тихой. Только снег падал мягко и беззвучно, укрывая следы шин и грязь. Мы с отцом переглянулись. «Неужели все?» — спросил он тихо. «Все, пап». Я открыл дверь машины. Стик выпрыгнул на снег. Он не смотрел вслед уехавшей полиции. Ему было все равно. Он был дома. Он обошел двор, пометил куст сирени. Теперь это была его территория. Потом подошел к крыльцу, сел и посмотрел на дверь. «Ну, заходи, хозяин», — сказал отец, открывая дверь. Стик вошел в дом. Он прошел на кухню, где мама, плача от счастья, уже накладывала ему в миску теплую кашу с мясом. Он поел аккуратно, не жадно, подбирая каждую крошку. Потом подошел ко мне, положил тяжелую голову мне на колени и закрыл глаза. Вечером мы сидели в гостиной. Отец смотрел телевизор, мама вязала, я читал книгу. Стик спал у моих ног, иногда дергая лапами во сне. Наверное, ему снилось, что он бежит по зеленому лугу, здоровый и свободный. Я смотрел на него и думал о том, как странно устроена жизнь. Одно решение, один шаг через забор, один крик в пустоту, и все изменилось. Не только для собаки, для нас всех. Я перестал быть просто парнем с окраины. Я стал человеком, который знает цену жизни. Отец перестал быть человеком в футляре. Он вспомнил, что у него есть стержень. Мы стали семьей. Настоящей. «Знаешь, Андрюха, — сказал вдруг отец, не отрываясь от экрана, — а ведь если бы не он, мы бы так и жили, как мыши под веником. Знаю, пап, спасибо тебе, что не послушал меня тогда». Я промолчал. Слова были не нужны. Ночью я проснулся от странного звука. Стик не спал. Он сидел у окна и смотрел на улицу. Луна освещала его профиль. Гордый, красивый профиль волка. Я подошел и сел рядом. «Что там, брат?» За окном было пусто. Дом Коршунова стоял темный, мертвый, но страха больше не было. Стик лизнул меня в щеку. Его язык был теплым и шершавым. «Спи», — прошептал я. «Все закончилось». Он вздохнул, положил голову на лапы и закрыл глаза. А я еще долго сидел, глядя на падающий снег. Я думал о том, что в каждом из нас живет такой вот забитый пес и такой вот жестокий хозяин. И каждый день, каждую минуту мы делаем выбор — ударить или пожалеть, промолчать или закричать, пройти мимо или перепрыгнуть через забор. Я свой выбор сделал. И я знал, что если придется, я сделаю его снова. Потому что теперь у меня был Стик, а у Стига был я. И вместе мы были силой, которую не сломать никакими лопатами и никакими угрозами. Я погладил пса по голове, чувствуя под пальцами шрам за ухом. Шрам останется, но боль уйдет. Она уже уходит. Утром начнется новая жизнь. Обычная, будничная, но настоящая. Жизнь, в которой не нужно опускать глаза. Зима в этом году выдалась затяжная, злая. Февральская вьюга заметала наш поселок по самые крыши,
словно пытаясь стереть его с лица земли, скрыть под белым саваном всю ту грязь и боль, что накопились за осень. Но мы не боялись зимы. В нашем доме теперь было тепло. Суд над Коршуновым состоялся в начале марта, когда с крыш уже начали срываться первые тяжелые капли оттепели. Это было громкое дело для нашего районного масштаба. В зале суда яблоку негде было упасть. Приехали волонтеры, журналисты, соседи, которые вдруг прозрели и вспомнили, что тоже слышали крики собаки. Я выступал главным свидетелем. Я стоял за трибуной, смотрел в глаза человеку за решеткой, постаревшему, осунувшемуся, серым лицом, и не чувствовал ничего. Ни страха, ни злорадства. Только усталость и жалость. Жалость к существу, которое потратило жизнь на то, чтобы его боялись, и в итоге осталось в полном одиночестве. Ему дали 3 года колонии общего режима. Не за собаку. За собаку ему бы выписали штрафы и исправительные работы. Его посадили за хранение оружия и наркотиков. Но все в зале понимали, это расплата за все. За Стига, за разбитые стекла, за страх, в котором он держал улицу. Когда судья зачитывал приговор, Коршунов посмотрел на меня. Впервые за все время без ненависти. В его взгляде была пустота. Он знал, что проиграл не мне, а чему-то большему, чего он так и не смог понять. Мы вышли из здания суда в яркий, слепящий полдень. Отец же курил, глубоко затянулся и выдохнул дым в голубое небо. «Ну, вот и все», — сказал он. «Теперь точно все. Поехали домой, пап. Стиг ждет». Стиг изменился. За эти 3 месяца он оброс густой блестящей шерстью, которая скрыла шрамы на боках. Только хромота осталась. Память о том дне, когда ломались его кости, и моя прежняя жизнь. Он больше не прятался по углам. Он стал полноправным хозяином двора. Когда мы подъехали к дому, он встретил нас у калитки. Не лаем, он вообще редко лаял, словно берег голос для чего-то важного, а глухим ворчанием и вилянием хвоста, который теперь работал как пропеллер. Весна пришла стремительно. В апреле снег сошел, обнажив черную влажную землю. И вместе со снегом ушло напряжение, висевшее над нашим домом всю зиму. Соседи изменились. Баба Нюра, та самая, что отворачивалась от меня у колонки, теперь останавливалась поговорить и передавала собачке косточки от супа. Продавщица Лена улыбалась и спрашивала, как здоровье нашего героя. Люди любят победителей, это правда. Но было и другое. Люди увидели, что зло можно победить. Что не обязательно терпеть и молчать. Однажды субботним утром я вышел во двор чинить забор, тот самый, через который я перелезал. Я хотел снять старую сетку и поставить нормальный штакетник. Ко мне подошел отец. Он был в старой майке с молотком в руке. «Помочь? Давай». Мы работали слаженно, подставляя друг другу плечо, передавая гвозди. «А знаешь, — сказал отец, забивая очередную доску, — дом-то его пустует. Жена съехала к сестре, говорят, продавать будут». Я посмотрел на соседский участок. Теперь без хозяина он казался просто заброшенным куском земли. Грязь высохла, мусор растащили вороны. Обычный двор. Никакой мистики, никакого ужаса. «Пусть продают», — ответил я. «Может, нормальные люди купят, с детьми». «Может быть», — отец вытер лоб тыльной стороной ладони. «Андрюха, я тут подумал. Ты же в логистике работаешь. Может, тебе учиться пойти? На управление. Голова у тебя светлая. Характер есть. Я помогу с деньгами». Я удивленно посмотрел на него. Раньше он всегда говорил: «Держись за место, не рыпайся, где родился, там и пригодился». «Я подумаю, пап, спасибо». В этот момент к нам подошел Стик. Он нес в зубах старый обслюнявленный теннисный мячик, который нашел где-то в кустах. Он положил его к моим ногам и посмотрел выжидающе. «Ну что, играть?» — я поднял мяч.
Я размахнулся и кинул его в дальний конец сада к старой яблоне. Стик сорвался с места. Он бежал, припадая на больную лапу, но в этом беге была такая мощь, такая жажда жизни, что у меня перехватило дыхание. Он нагнал мяч, схватил его, развернулся и побежал обратно, гордо подняв голову. Солнце заливало двор. Пахло мокрой землей, распускающимися почками и дымом далекого костра. Я смотрел на своего пса, на отца, который улыбался, глядя на нас, на наш отремонтированный дом. И я понял, что та история, начавшаяся с хруста ломающейся кости, закончилась не в зале суда. Она закончилась здесь и сейчас. Мы выжили. Мы не сломались. Мы остались людьми. Вечером я сидел на крыльце. Стик лежал рядом, положив голову мне на колени. Я перебирал пальцами его густую шерсть, нащупывая старый шрам за ухом. «Знаешь, Стик, — сказал я тихо, — говорят, шрамы украшают мужчин. Мы с тобой теперь красавцы». Он вздохнул и лизнул мою руку. С улицы донеслись голоса. Мимо шли подростки, громко смеясь и слушая музыку. Жизнь шла своим чередом. Новое поколение, новые проблемы, новые радости. Я посмотрел на свои руки. Те самые руки, которые дрожали от страха, когда я перелезал через забор. Теперь они были спокойны. Я знал, что впереди будет много трудностей. Жизнь — штука сложная. Будут другие Коршуновы, будут предательства, будут потери. Но я знал и другое. Я больше никогда не пройду мимо. Я больше никогда не сделаю вид, что не слышу. Потому что у меня есть Стик. Живое напоминание о том, что даже один человек может изменить ход вещей, если просто решится быть человеком. Солнце село за горизонт, окрасив небо в багровые тона. Но это был не свет крови. Это был свет заката, обещающего ясный и теплый рассвет. Я встал, потянулся. «Пошли домой, брат», — сказал я. Мама чай заварила. Мы вошли в дом, и дверь за нами закрылась, оставляя ночь снаружи. Внутри было светло.